Здравствуйте, вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В России предстоят выборы президента страны. Уже завтра первый день голосования. Какова готовность избирательной системы в Якутии к проведению главных выборов в стране? Такова тема разговора на сегодня. Гость в нашей студии Евгений Федоров, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Саха. Евгений Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте поговорим о готовности. Прошли многомесячная работа по подготовке к данным выборам, мартовские выборы президента Российской Федерации. Это важнейшее историческое событие этого года, можно даже сказать, шестилетие. Современная Россия проводит выборы президента, главы государства 8-й раз. И все наши 900 тысяч членов избирательной комиссии страны в 89 субъектах Российской Федерации сегодня проводят очень серьезную работу, очень большой пласт работы. И завтра мы в 8 утра, как вы сказали, начинаем работу уже на своих избирательных участках. С этой точки зрения готовность, скажу, высокая. Мы провели очень большую работу с заинтересованными структурами, в первую очередь с органами государственной власти, органами местного самоуправления на местах, с федеральными органами власти по созданию всех необходимых условий для волеизъявления избирателей на избирательных участках. Безусловно, в первую очередь создание всех необходимых условий, доставка наших избирательных бюллетеней, документации, соответственно, создание условий безопасности, которые очень актуально сегодня звучит. И, соответственно, мы говорим о высокой готовности завтра встретить наших избирателей на своих избирательных участках. А как обстоят дела с инструментом «Мобильный избиратель»? Да, эта форма работы прижилась в нашей республике, она уже идет в нашей стране уже не первый год. Раньше чуть-чуть иначе назывался механизм, открепительные талоны. Надо было подойти на тот избирательный участок, где ты закреплен, надо было взять бумагу, открепительный талон. Потом доехать до места, где ты будешь в этот день голосования находиться, предъявить этот документ и, соответственно, данный ваучер, и получить право голосования. С этой точки зрения механизм сегодня чуть иной. Все делается для удобства наших избирателей. Мы сегодня получили заявление более чем от 74 тысяч якутян, граждан Российской Федерации, которые находятся на территории нашей республики. Этот показатель по сравнению с 2018 годом, когда прошли выборы последние президента Российской Федерации, на 15% больше. С этой точки зрения хотел бы динамику отметить о том, что из них 65 тысяч это вот те якутяне, наши люди, избиратели, которые решили голосовать по месту нахождения, но прописаны в других местах. Мы это заявление получали вплоть до 11 марта, до понедельника 24:00 московского времени. Интересные факты, география очень большая, как и я всегда говорю, мы сразу отмечаем те города, те субъекты, те территории, где очень много наших якутян проживает, начиная от Калининграда, Москвы, Питера, Сочи, Краснодара, студентов Новосибирска, Хабаровска, Владивостока. Но, с другой стороны, нынче мы отметили более 350 заявлений от наших якутян, которые хотели бы голосовать за рубежом. Сегодня, в соответствии с принятыми нашими решениями, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации определила избирательные участки более чем в 110 странах, то есть в зданиях, помещениях консульств, посольств. Наши граждане Российской Федерации имеют право отдать голос и принять участие в данных выборах.
Самое главное, что действительно мобильным избирателям в последнее время начинают пользоваться все больше и больше, потому что это действительно удобный инструмент. Евгений Николаевич, а ведь есть еще такая система, даже не система больше, а проект «Информ-УИК». Как его приняли граждане? Да, «Информ-УИК» я вот в прошлом году рассказывал в этом же зале о том, что мы в порядке пилотном проводим в 11 районах республики во время наших республиканских выборов, выборах главы республики, парламента нашей республики. Там чуть-чуть по-иному называлось, мобильный УИК назывался, но вот сегодня принято было решение осенью этого года о том, что по стране пройдет вот этот очень широкий, широкомасштабный проект, который будет называться «Информ-УИК». В соответствии с требованием закона избирательной комиссии обязаны информировать своих избирателей о предстоящих выборах, и мы также, как часть большой избирательной системы нашей страны, участковые комиссии определили обходчиков, мы так называем, тех людей, которые имели полномочия решением данных комиссий выходить до своих избирателей и проводить широкомасштабную информационную деятельность. И вот с середины февраля месяца 2649 обходчиков, членов участковых комиссий, посещали наших избирателей, проводили эту очень большую работу. Сверху избирателей шла объяснение, разъяснение о формах голосования, о возможностях. И с этой точки зрения наши коллеги за эти 20 дней хотел бы отметить о том, что работа эта на общественных началах, вне основной своей работы, праздничные, выходные дни посетили более чем 298 тысяч квартир и индивидуальных жилых домов, которые находятся в нашей республике. И таким образом 461 тысяча избирателей – это очень большой показатель для нас. Порядка 70% наших избирателей, внесенных в список избирателей, открыли нам двери, и мы сумели с ними обозначить тему и поговорить, и выйти на контакт, и разъяснить, ответить на все те вопросы, которые они задали. Я искренне благодарю в первую очередь избирателей за ту доброжелательность, за ту атмосферу, понимание нашей работы. Благодарю, во-вторых, наших членов участковой комиссии, которые провели очень-очень большую и серьезную работу. Я думаю, что вот эта проведенная работа позволит очень многим нашим избирателям понять и почувствовать важность, необходимость, актуальность темы участия на выборах. И мы будем ждать вот эти ближайшие дни на наших избирательных участках. Голосование будет проводиться 3 дня. Отличается ли процедура выборов однодневных от трехдневных? Нет. Для работников избиркомов, наверное, работы больше. Да, для нас это очень напряженно. Раньше мы всегда проводили с 8 утра до 8 вечера, выдерживали, уставали. О таком же режиме с 8 до 8 вечера каждый день мы будем работать 3 дня. Ну, безусловно, после этого еще подведение итогов, оформление всех регламентных действий. В общем, ждет нас всех членов участковых избирательных комиссий, почти 6,5 членов участковых избирательных комиссий, плюс еще несколько сот наших членов территориальных избирательных комиссий в районах. Еще раз повторяю, представители 10 политических партий, выдвиженцы трудовых коллективов, собраний по месту жительства. Все они выполняют эти функции на общественных началах. То есть в этих комиссиях работает парень с нашей деревни, девушка с соседнего двора. С этой точки зрения мы всегда ощущаем доброжелательное, доброе отношение наших избирателей, понимание. И вот наши друзья, товарищи, коллеги, члены комиссии всегда выполняют добросовестно эту очень серьезную, не только общественную, но очень серьезную государственную функцию формирования органов власти. В данном случае сегодня вопрос идет о избрании главы нашей великой страны, нашего государства. Плюс и общественные наблюдатели, на их плечи также падает тяжкая работа в течение с 15 по 17 марта.
Да, данный институт нам очень серьезно помогает. Общественный контроль, общественное наблюдение. С этой точки зрения, в соответствии с требованием закон имеет такие функции делегировать те кандидаты, которые выдвинуты, зарегистрированы, доверенные их лица, те политические партии, которые выдвинули своих кандидатов, и Общественная палата Российской Федерации. Я бы хотел отметить, что в начале февраля месяца в Москве было подписано соглашение о взаимодействии между 17 политическими партиями страны, которые решили сконсолидироваться и направлять через Институт Общественной палаты страны своих представителей. И таким образом мы в понедельник завершили прием списка наблюдателей от институтов наблюдения. Получилось, что мы на сегодняшний день имеем наблюдателей от кандидата Владимира Владимировича Путина, от кандидата Харитонова Николая Михайловича, от Коммунистической партии Российской Федерации, и следующим институтом, субъектом выдвижения является Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Республики Саха-Якутия. В общей сложности 2560 наблюдателей будут работать в течение 3 дней в наших 790 избирательных участках. Евгений Николаевич, я думаю, что у вас для избирателей найдутся пожелания, ведь проявить свою гражданскую позицию очень необходимо именно в это время. Я еще раз хочу повторить, что выборы главы государства – это очень ответственное, очень историческое событие. Сегодня в условиях, когда наша страна находится под очень серьезными угрозами, вызовами, я думаю, что вопросы гражданской ответственности, чувства патриотизма к своей великой стране наиболее актуальны. И с этой точки зрения я призываю всех избирателей в эти дни 15 марта, 16 марта, 17 марта, наиболее удобное для них время подойти к избирательный участок и принять участие в данных выборах, отдать голос за достойного кандидата. А мы, избирательная система, примем все необходимые меры для того, чтобы выборы, голосования прошли открыто, гласно, легитимно. Я уверен, что все мои коллеги согласятся с этими словами. Я тоже с вами согласна, Евгений Николаевич. Большое спасибо, что пришли к нам, рассказали о самом главном в преддверии больших выборов в нашей стране. Всегда рады видеть, будем вас в нашей студии. Спасибо, спасибо, Надежда. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.